Ага. Добрый день, братья и сестры. Всех приветствую. Сегодня чудесный день. Давайте все будем открытыми для Господа, прославим Господа и вознесем Ему славу и хвалу. Открываем наши сердца и просто пусть Господь благословит нас сегодня. Аминь. Давайте начнем славить Господа.
нуждаешься в ответе, но твое сердце становилось, а ответа все нет. И пусть Господь будет в твоем уповании, пусть Господь будет в твоем терпении, и пусть Господь будет в твоем воздержании. И просто продолжай петь и продолжай любить Господа.
Аллилуйя. Давайте помолимся, призовем имя Господа. Аллилуйя. Отец мой Небесный, мы молимся Тебе, вся слава Тебе, честь и хвала, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы приглашаем Тебя, Господь, наши сердца, Господь. Аллилуйя. 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 Мы хотим, Господь, Твоего проявления, Господь. О, Твоего явления, Господь. Аллилуйя. Дух Святой, просто действуй сейчас, Господь. Аллилуйя. Мы приглашаем, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты, Господь, вода живая, Господь. О, дай нам, Господь, пить, Господь, просто из этой воды живой, Господь. Аллилуйя. 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 Ты утоляешь нашу жажду, Господь. Мы жаждем Тебя, Господь. Господь, мы постоянно жаждем Тебя, Господь. Аллилуйя. Мы хотим пить, Господь, от Твоих источников. Аллилуйя. Эту воду живую, Господь. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Иисус, что Ты, Господь, умер за наши грехи, Господь. Аллилуйя. И воскрес на третий день, Господь. И поэтому мы теперь, Господь, можем почерпать из этих источников, Господь. Аллилуйя. 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 И смотря на Тебя, Господь, на славу Твою, Господь. Аллилуйя. Мы преобразуемся, Господь, от веры в веру, от славы в славу, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Дай нам смотреть на Тебя, Господь. Пусть наши глаза, нашего сердца, Господь, смотрят на Тебя, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови, Господь. Аллилуйя. Благослови Твой народ, Отец. Аллилуйя. Мы Твой народ, Господь. Твой народ, который взятый в удел, Господь. Народ святой, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за каждого, Господь, кто сегодня присоединился к нам, Господь. Аллилуйя. Мы все вместе, Господь, в одном общении, Господь. В общении Духа, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И Ты посреди нас, Господь. Аллилуйя. Господь, мы, может быть, физически удалены друг от друга, Господь, но в Духе мы одно, Господь. Аллилуйя. Мы едины, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. И тогда Ты посреди нас, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Слава и хвала. И благослови, Господь. Открой наши сердца, Господь. Аллилуйя. Открой наши сердца, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Чтобы мы могли принимать, Господь. Принимать Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя. И благослови мои уста, Господь. Господь, чтобы Ты просто изливался, Господь, Господь. Твое Слово, Господь, пусть, Господь, изливается во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Аминь. Хочется, как на собрании, сказать, давайте сядем. Всех приветствую, братья и сестры. Сегодня чудесный день. Будем открыты. И до вчерашнего позднего вечера и я был в таком немножко, как сказать-то, в такой тревоге, что ли. Знаете, вот что интересно, что Бог, Он всегда дает свою благодать, свою помощь, и Он никогда не опаздывает. Аминь. Бог никогда не опаздывает. И, знаете, наши чувства, они могут то вверх, то вниз, и мы можем думать, ну где же Бог, где же Ты, да? Но все равно в конце Бог все равно приходит, аминь. И Бог, Он благословляет, Он никогда не опаздывает, слава Господу. И Иисус сказал, что я всегда с вами до скончания века, то есть Он всегда с нами. Он одновременно вознесся на небеса, и одновременно Он с нами и в нас. Аллилуйя. И сегодня я свою проповедь назвал «Краеугольный камень». Краеугольный камень. Знаете, в начале этого года я высвободил слово, чтобы свидетельство Христово, да, в этом году оно было проявлено через нас, оно было явлено через нас. И знаете, в то время еще только вот эта вот пандемия, она только зарождалась, и мы даже не знали об этом, да. И цифра 2, нынче 2020 год, и 2 раза двойной, это как цифра 2 означает свидетельство.
свидетельство Христова. И, знаете, потом началась вот эта вот пандемия, да, и вроде бы это как бы нас прижало, знаете, лично меня, оно как бы в начале оно как бы так немножко сдавило, но потом, знаете, начало выходить как бы вот. Все равно, несмотря на эту самоизоляцию какую-то, да, наверное, я в своей жизни все больше и больше начинаю являть и свидетельствовать о Христе. Аминь. Аминь. Все нормально, да, технически? Аллилуйя. И я хотел бы спросить, вы когда-нибудь задумывались, чтобы быть свидетельством Христовым? Аминь. Наверное, мало кто, мне кажется, из христиан задумывается над тем, чтобы быть живым свидетельством Иисуса Христа. Многие, мне кажется, стараются просто исполнять какие-то заповеди, но кто-нибудь задумывался, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа? Быть живым свидетельством Иисуса? Аминь. И просто задайте себе этот вопрос. Знаете, мы часто подвержены каким-то традиционным, каким-то религиозным, может быть, представлениям о христианстве. Мы думаем, что христианство – это просто этика и мораль, но христианство – это больше, чем этика и мораль. Это значит быть живым свидетельством Иисуса Христа. Аминь. И знаете, чтобы быть живым свидетельством, нам нужно быть преобразованным, постоянно подвергаться этому. Знаете, есть такой пример, когда я смотрел как бы вот книгу читал одну, и там один археолог, он решил найти вот этот Ноев ковчег. И он подошел к этому ковчегу, да, и он, конечно же, за эти тысячелетия, сколько уже тысячелетий прошло, конечно же, он уже от дерева там ничего не осталось, но он нашел окаменевшие вот эти вот, знаете, вот когда ковчег, там же из дерева ситин там было, да, написано, да, и это дерево, оно окаменело, и там он нашел вот эти балки, и время, оно сделало свою работу. Знаете, потребовалось при постоянном, когда вот есть влага, когда есть некоторые вот течения, что ли, да, влаги, то дерево, оно смывается под действием этой воды. И вместо этого, под действием воды, дерево смывается, и туда песчинки различных минералов, те, которые не гниют, да, то есть получается вот такая окаменелость. То есть смотрите, это получается вода, какие компоненты? Должна быть вода, течение этой воды, и тогда минералы, они потихонечку скапливаются, и получается камень. И это хороший пример того, что значит преобразование. Знаете, Бог хочет, чтобы мы были преобразованы. И мы знаем, что мы в Римлянах 12 главе написано, что мы преобразуемся духом ума нашего, да? То есть мы преобразовываемся, мы становимся живым свидетельством. Аминь. И Христос все больше и больше внедряется в нас и в нашу сущность. Аминь. И знаете, мы в конце должны сказать, как Павел, что уже не мы живем, да, не я живу, но живет во мне Христос. Аллилуйя. И давайте откроем Бытие 2 глава, с 10 стиха прочитаем, да. Знаете, наш Бог, Он триединый Бог, да. Мы верим в Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Наш Бог, Он триединый, и можно сказать, что Он единый, Он один. И в то же время можно сказать, что он есть три. Мы четко видим по всей Библии это откровение. Пусть это откровение, но это просто самый
самый фундамент, что ли, да, что мы верим в триединого Отца, Сына и Святого Духа. И по всей Библии можно это увидеть, да? Давайте вот посмотрим, почитаем Бытие 2 глава, 10 стих. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс». И если внимательно читать, то можно, просто как бы описание той местности Эдема, да. Знаете, в Библии, я думаю, каждый стих, он имеет, несет откровение. Каждый стих, каждое слово в Библии, оно несет откровение, оно несет саму сущность Господа. Аминь. Знаете, Библия, это, можно сказать, что напечатанный Бог. Читайте Библию, как бы вникайте в каждое слово, в каждый стих. И в каждом стихе вы найдете крупицы вот этой драгоценности. Аминь. И знаете, тут написано, что мы видим здесь реки, да? Реки. Знаете, Бог любит реки. Аминь. И Бог сам река. Аминь. Он река живая. И мы видим, что из Эдема выходила река, да, для орошения рая. И мы видим эти компоненты, это вода живая, аминь. И что там? И там есть золото, и мы видим три драгоценности, что ли, да? Золото, и Бдалах, и камень Оникс, аминь. И знаете, золото, оно указывает на нашего Бога Отца. Знаете, когда вы встречаете в Библии золото, знайте, что это божественная природа. Это оно указывает на Бога Отца. Аминь. И мы люди, мы христиане, на самом деле мы постепенно тоже преобразуемся и строим из золота. Аминь. Если ты строишь свою жизнь, да, на камне, на Слове Божьем, то ты уподобляешься Богу. Аминь. Богу невозможно уподобиться посредством своих усилий. Как бы ты ни пытался, человек он не сможет уподобиться Богу. Но слава Богу, благодаря Иисусу Христу, который умер и воскрес, да? Теперь есть эта возможность. Теперь есть эта возможность, когда наша старая плоть, ее становится все меньше и меньше, и через Слово Божие, через Дух Святой, через вот это живое общение, когда есть вот это вот живое общение, да, с Господом, есть некоторое течение в Духе, да. Библия говорит об общении Духа, мы постепенно преобразуемся. Аминь. И следующее, что написано, 12 стих. «И золото той земли хорошее, там Бдалах». Бдалах – это смола, такой ароматная смола. Оно указывает на Иисуса Христа. На самом деле, если читать Коринфянам, может быть, вы замечали, что в Коринфянах Павел говорил, что есть там тоже вот эти вот материалы золото и серебро и драгоценные камни, да? Но почему там вдруг стал Бдалах вместо серебра, да? Знаете, серебро указывает на страдания Иисуса Христа, но Бдалах и мы читаем это Бытие 2 глава, тогда, когда еще не было грехопадения. Когда не было грехопадения, то не было пока что и искупления. Аминь. Поэтому там Бдалах. И следующее мы читаем камень Оникс. И сегодня я хочу, знаете, вчера я думал, о чем говорить. И как-то Бог вложил, что вот о камне, о камнях, знаете, и мы живые камни. Каждый из нас, он живой камень. Аминь. И краеугольный камень – это Иисус Христос. И знаете, вот этот с самого начала, с книги Бытие, Бог уже знаете, какими-то такими проблесками, он какими-то как семена, он уже, Бог начинал как бы показывать. Вот он.
Посмотрите, я сею вот эти камни, я сею этот золото и бдалах. И почему это указывается? Интересно, почему в Библии Бог почему-то начинает про бдалах зачем-то говорить, про камень оникс и золото? Не случайно. Знаете, Бог, Он проблесками, он просто начинает свидетельствовать нашему духу. И внимательный читатель, он увидит, что это как бы семена, которые Бог, Он с самого начала начинает намекать, Он намеками, Бог намеками начинает говорить нам, да, что в конце века вот это золото, которое было на земле Хавила, да, на земле Хавила, оно уже будет не просто там будет проблески золота, будет золотой город. Аминь. Аминь. Знаете, алмазы, да, мы живем в Якутии, которая славится как бы своими алмазами. И мы были, много лет назад мы были в поселке Айхал, там, где есть рудник алмазный. И нас как бы так, показали вот этот как бы котлован, да, там, где алмазы. И знаете, вот эти камни, они очень твердой породы. Вот просто, как какие-то граниты такие. И как получаются алмазы? Алмазы получаются глубоко на земле, да? Когда там есть твердая порода, которая означает, как бы вот, когда вокруг нас очень тяжело, может быть, да? Может быть, у тебя в жизни тяжело, как бы, да? Есть температура, есть давление. И в этом давлении из кусочка угля, из этого кусочка угля, который не представляет такой большой ценности. Знаете, мы в самих себе, у нас большой ценности нету в самих себе. Но когда мы принимаем Иисуса Христа, да, мы говорим: Иисус, войди в мое сердце, Ты мой Господь, да, то начинается этот процесс, интересный процесс. Как только я пришел к Богу, вначале все хорошо было, все хорошо, но потом начинается интересные как бы вот вещи. Вдруг начинается, я как-то вот начинаю ощущать, что куда-то я попал. Довольно как-то тяжело становится. И знаете, тебя начинает сжимать со всех сторон. И хочется кричать: Господь, что это такое, что происходит? И Бог как бы внутри говорит: все хорошо, все хорошо, все хорошо. Я просто подвергаю тебе своей обработке. Аминь. И приходит температура, и приходит давление, и значит из вот этого вот угля, который не имеет ценности, да, особой, происходят эти алмазы. Аминь. Аминь. И ты преобразуешься в этот драгоценный камень. Знаете, Бог хочет, чтобы мы стали камнями. Бог хочет, чтобы ты стал камнем, чтобы ты стал крепким и сильным. Он не хочет христиан, которые, знаете, куда ветер подул, туда ты и пошел. Он хочет, чтобы ты был твердый в своем уповании. И значит, твоя твердость – это сам Христос. Аминь. Иисус, Он сказал, что кто построит свой дом на камне, то придут ветры, придут наводнения, придут там разные воды, да, то дом устоит. Аминь. И Бог хочет, чтобы мы стали твердыми. И как же нам стать твердыми? Только через, проходя через долины плача, да, написано, они находят там источники воды, источники радости. Аминь. Проходя долины плача. И знаете, Бог допускает. И даже можно сказать, что сам Дух, знаете, вот этот камень оникс, он указывает на Духа Святого. Аминь. Золото, бдалах, камень оникс. Отец, Сын, Дух Святой. Дух Святой, Он преобразует. Его работа, чтобы мы были преобразованы.
Он работает над нами очень активно каждый день. И мы проходим через эти долины плача, и находя в ней источники. Аминь. И мы преобразуемся в драгоценные живые камни. Аминь. Давайте посмотрим Бытие. Лучше давайте вот рисунок. Рисунок, там, где Яков, он увидел, не, вот этот второй, нет, другой, следующий, вот этот. И я прочитаю, Бытие 28 глава, пусть этот рисунок стоит. И Яков же вышел из Вирсавии и пошел в Харан. И Яков это сын Исаака, да, Авраам, Исаак и Яков, да. И Яков, он вышел из Вирсавы и пошел в Харан, да, то есть к нему пришли трудности. И смотря на жизнь Якова, можно сказать, что Дух Святой очень активно, Дух Божий активно работал в его жизни. Он пытался всячески увиливать, пытался всячески хитрить, но Дух Святой, знаете, он попал в крепкие руки Божьи. Аминь. Под крепкое Божье воспитание. Знаете, когда мы пришли к Господу, мы сами того не ожидали, что мы также попались довольно крепко. И ты попался довольно крепко. И Бог, Он от тебя не отстанет до тех пор, пока ты не будешь преобразован. Поэтому лучше не сопротивляться. Лучше сказать: Господь, я сдаюсь, вот делай со мной все, что хочешь. Знаете, есть же песня такая, да, что делай все, что хочешь, да, во мне. Делай все, что хочешь. Если мы будем сопротивляться, Бог скажет: ладно, я подожду еще год. Насколько ты посмотрим, что с тобой будет. И ты начинаешь колебаться. И потом ты говоришь: я сдаюсь, ладно, вот он я, Господь. Веди меня, как ты хочешь, ты действуй в моей жизни. Давайте прочитаем. Яков же вышел из Вирсавии, пошел в Харан, и пришел в одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Знаете, Яков остался один на один, что ли, да? Один на один. Придет время, когда ты, может быть, ты как бы вот тянешься за кого-то, да? Может, ты как бы, твоя вера, она питается от кого-то, может быть. Но так долго не может продолжаться. Ты должен лично следовать за Господом. Аминь. И остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взяла один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба, и вот ангелы. Лучше пусть рисунок будет, хорошо? И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Знаете, тут мы видим камень, да? Тут мы видим лестницу. Знаете, это, возможно, один из, как сказать, важных, что ли, мест Библии. В этом, в маленьком как бы образе, да, можно сказать, что весь план Божий Бог показывает как бы через эту картину, да. Иаков, он свою голову положил на этот камень. И знаете, камень — это Христос. Аминь. Странно, если бы я бы там спал бы, я бы что-то мягкое там положил бы себе. И знаете, мы любим что-то мягкое, как бы что-то неудобное, да? Но он почему-то камень туда положил. Знаете, под водительством Божьим Иаков положил себе камень на голову, и он заснул, да? И он увидел вот это вот видение, да, что лестница, которая ведет в небеса, и Павел, он говорит, что Христос, он объединил небесное и земное под главою Христом, да, и Христос есть краеугольный камень, на котором все здание стоит и строится, да, и мы, как живые камни, тоже возрастаем
в этот храм Божий. Аминь. Аминь. Знаете, мы строим. Мы строим. Ты тоже строитель, и я строитель. Мы все строим храм Божий. И знаете, каждый из нас, он камень. Аминь. Но насколько ты камень? Ты, может быть, ты дерево просто. Дерево, которое, или солома, которая просто сгорит в какой-то момент. Строй из божественного материала. Аминь. Который есть Слово Божие, которое должно внедряться в нас каждый день. Аминь. И под воздействием Духа Святого, когда мы имеем общение Духа, есть вот эта вот вода живая, и в течение этой реки, да, мы преобразуемся в эти драгоценные камни. Аминь. Аллилуйя. Следующее, давайте посмотрим. Следующий рисунок. Вот это, да. Нет, вот слева, да. Знаете, дети Израилевы, да, под предводительством Моисея вышли из Египта. Они вышли из Египта, и Бог вел их днем посредством вот этого облака, да, и ночью Он вел посредством огня, огненного столба, и Он ввел их в пустыне. И знаете, по некотором времени дети Израилевы, сыны Израилева, они просто возроптали, сказали: Моисей, мы уже сколько дней идем, и дай нам воды, дай нам попить воды, дай нам пить воды. И знаете, еще немного, и Моисея могли бы там побить камнями, да? Но Моисей, он возопил Господу, и Господь показал ему скалу, и сказал: вот ударь по скале, и из скалы потечет вода живая. Знаете, и Павел говорил, что это скала же была Христос. Аминь. Христос, который был рассечен. И когда мы смотрим на эту скалу, то она вот, знаете, вот археологи, они вот нашли эту скалу. Вот что интересно. И она близ горы Харива находится. И знаете, вот точно как будто вот с неба, как будто вот Божья рука. Она рассекла вот эту скалу пополам. Аллилуйя. И давайте вот смотрите следующий скала, которая вот не рядышком, да, вот это вот. И тут видно, что из этой скалы, хотя это пустыня, да, пустыня, и вот из этой скалы мы же смотрим рисунок, правильно? Потекла вода. Видно, что там русло реки, да? Что вот, потекло много воды, которые израильтяне, они напились этой воды. И знаете, это образ опять. Это опять образ, через который Бог, он показывает, что Христос, Он скала. Аминь. Он краеугольный камень. Да? И Он скала, от которого потекла вода живая. Аминь. Он был рассечен. Скала была рассечена, и Христос, Он был распят на кресте, да? Это указывает на Иисуса Христа, который был распят на кресте. Он был, как вот эта скала, рассечена. И благодаря этому вода живая, она потекла. И сыны Израилева, они были напоены. Аминь. Аминь. И также мы должны, благодаря Иисусу Христу, мы теперь напояемся от этой воды живой. Аминь. Слава Господу, слава Богу. И опять вы видите, как бы Бог, мы видим, как бы вот Бог, Он последовательно, что ли, да, Он указывает, что вот это откровение, да, оно показывает, что постепенно Бог, Он строит на самом деле. Бог строит уже примерно 6000 лет уже строит. Аминь. Начиная с Эдемского сада, Он указал нам на камень оникс, да? Потом Он показал нам вот эту рассеченную скалу.
Да. Слава Господу. И потом сыны Израилевы, Бог повелел им построить ковчег, да, и Моисей, и они вместе там построили ковчег, и также был Господь вел вот эту систему, как бы вот священничество, да, священничество. Давайте откроем Исход 28 главу, да, почитаем с 15 стиха. И он сказал, что священник, первосвященник, он имел определенную одежду, да, и там было много как бы хитон, и как бы верхняя как бы одежда, да, и также он сказал, чтобы он сделал себе наперстник. Вот этот священник, он должен был одевать наперстник. Давайте почитаем Исход 28 с 15 стиха. «Сделай наперстник судный, искусной работой». И давайте вот посмотрим картину священника. «Сделай его такой же работой, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной и в пядень длиной и в пядень шириною. Ставь в него оправленные камни в 4 ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агант и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперстнику сделай цепочки, витые, плетеные работой из чистого золота. Аминь. И тут мы видим вот эти драгоценные камни, да? И также мы видим золото. Слава Господу. То есть Бог он развивает вот эту тему. Аминь. Он как бы говорит, что вот сыны Израилевы, вот 12 камней по числу колен сынов Израилевых, он тем самым хотел сказать, что теперь вы, народ Божий, есть драгоценные камни, из которых я хочу построить город. Аминь. И Божья мечта, Божья цель – построить город. И он занимается этим уже 6000 лет. И, знаете, и сыны Израилева, как драгоценные камни, да? И Бог указывал уже на это. Аминь. Теперь Он говорит, что теперь мы, которые поверили во Христа Иисуса, мы теперь как драгоценные камни собираемся. Аминь. Аминь. Устрояемся в святой храм Божий. Слава Господу. Слава Богу. Знаете, апостол Петр, да, когда-то Иисус, встретив его, сказал, что отныне твое имя будет не Симон, который колеблется, да, но твое имя будет Петр, то есть камень. И, знаете, когда я верю, когда Иисус он сказал Петру, и у Петра очень сильно это запечатлилось. Хотя он много, возможно, он так и вначале не понял, что к чему, какой камень, почему камень, да. Вероятнее всего, Петр вначале не понял. Он был человек такой импульсивный, такой экспрессивный, и он часто говорил какие-то нелепости, какие-то часто говорил. Он говорил там, давай мы здесь построим палатку, и нам хорошо здесь, сделаем палатку, будем жить здесь. И когда он увидел славу Иисуса Христа, он был такой Петр. И знаете, в то время он же не был возрожденный. Он просто был учеником Иисуса, он просто последовал за Иисусом Христом, да? И однажды Иисус, он повел своих учеников
ну, в одно место, да, и спросил, за кого люди меня почитают? И ученики там начали, ну там за Илию, за какого-то пророка. И тогда Иисус говорит, а вы за кого меня почитаете? И тогда Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой Небесный, который с неба дал тебе откровение. И на сем камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. И знаете, и ты, Петр, да? Он сказал, ты Петр. То есть ты камень, да? Ты камень, и на сем камне я построю церковь мою. Аминь. На самом деле камень откровение, что Иисус Христос, Он Сын Божий, и вот на этом откровении строится Церковь Божья. Аминь. И слава Господу, здесь в Якутске мы верим в Иисуса Христа, да? И на этом камне, который есть Иисус Господь, Иисус Христос, Бог, на этом откровении Бог строит свою церковь. Аминь. А ты, Петр, живой камень. Живой камень, один из камней вот этого Божьего храма. Аминь. Слава Господу. Знаете, Петр получил откровение от самого Отца Небесного. Аминь. Не прошло немного времени, и Петр начал говорить опять несуразицы. Он начал так. Иисус сказал, что мне нужно пойти в Иерусалим и пострадать и даже умереть, и на третий день воскреснуть. И Петр начал говорить, Иисус, ну, тебе не надо туда ехать, это же как бы, ну, ты не должен там туда идти, ты побереги себя. И знаете, Иисус сказал, отойди от меня, сатана. В этот момент сам сатана говорил через Петра. И знаете, Петр был таким, как бы, он колебался. Знаете, мы, наверное, когда мы только-только приходим к Богу, или даже мы еще не пришли к Господу, мы просто колеблющиеся люди. Нас очень легко было сбить, и мы были просто во власти, что ли, тьмы века сего, да. Но как только мы пришли к Богу, как только мы приняли Иисуса Христа, мы родились свыше. В этот момент Дух Святой поселился в нашем сердце, да, и мы теперь стали водимы Духом Божьим. Аминь. Как только Иисус, Он воскрес, Он пришел ко своим ученикам, да, и сказал, примите Духа Святого. И знаете, в этот момент они родились свыше. Иисус, Он дунул на своих учеников. И Петр, наверное, там был. В это время он, наверное, сказал, произошло вот это рождение свыше. Все, ученики, они были водимы Духом Божьим. Да, может быть, в начале, как бы вот, ну, в начале хождения нашего с Богом мы можем уходить немножко в сторонку, как бы так вот, ну, как бы плавать, что ли, да. Но потом мы все больше и больше, Дух Святой, Он ведет нас. Аминь. Аминь. Слава Господу. И в день Пятидесятницы, когда Дух Святой, знаете, еще до Дня Пятидесятницы, Петр, в Деянии 1 главе, Петр, он смог, это уже другой Петр был уже. Знаете, ученики уже другие были. Почему? Потому что Дух Божий уже обитал в их сердце. Знаете, раньше они состязались очень много. Они говорили, кто вот в Царстве Божьем кто будет первый? Я, может быть, буду первый, чем вот мой ближний. И они состязались друг с другом, и они говорили, Иисус, может быть, когда ты будешь там на троне сидеть, может, я буду праправо, а ты будешь, я буду по левую сторону от трона к тебе поближе. И знаете, у них совсем, как сказать, плотское совсем мышление было. Но когда они были рождены свыше, мы видим совсем других людей. Аминь. В деяниях они были единодушные. Они стали молиться.
Аминь. Слава Господу. Как это чудесно. Они уже не спорили. Знаете, Петр возвысил свой голос. Это уже совсем другой Петр был. Аминь. Он смог правильно истолковать книгу Иаиля, да? И он правильно истолковывал уже пророчество из Писаний. Аминь. Вникай в Писание. Мы все должны научиться правильно истолковывать пророчество. Аминь. Мы должны быть правильно научены в учении Христовом, да? В библейском учении. Аминь. И в Деянии во 2 главе Петр встал и проповедовал. Это уже был совсем другая личность. Аминь. Слава Господу. И знаете, Петр, он стал камнем. Аминь. В послании Петра, которое он написал, да? Послание Петра, Петр, он сказал, что вы как младенцы, да? Да, давайте прочитаем. 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха, давайте прочитаем. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть». Знаете, все нам нужно это отложить. Позор, если мы входим в какой-то злобе, это просто, от этого отложить надо. Отложить, как Петр говорит, да? Всякое коварство. Если есть коварство в твоем сердце, отложи это. Аминь. И лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Потом читаем дальше, смотрите. «Приступая к нему камню живому». Аминь. Иисус Христос, Он камень, причем камень живой. Аминь. Человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы произносить духовные жертвы, благоприятным Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Знаете, наш Господь Иисус, Он камень краеугольный и драгоценный. Аллилуйя. И избранный. И верующий в Него не постыдится. Если ты веришь в Иисуса Христа, ты никогда не постыдишься. Аминь. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна. Знаете, можно сказать, что для неверующих написано, что этот камень, Иисус Христос, для неверующих, он камень притыкания, да? И камень, который отвергли строители. Знаете, этот мир, он что-то строит. Этот мир что-то строит. Да, они строят. И это что-то нехорошее. Это что-то отделенное от Бога. Это не Божье. Аминь. Знаете, как в Ветхом Завете мы читаем, что дети, люди, они стали строить Вавилонскую башню. И можно сказать, что сейчас тоже этот мир, темный мир, он тоже строит. Да? И эти строители, они отвергли вот этот камень. И камень — это Христос. Аминь. Они отвергли Христа. Угу. И так как они отвергли, этот камень для них камень притыкания. Знаете, если ты не веришь в Иисуса Христа, ты будешь все время спотыкаться. Знаете, если мы не идем достаточно посвященно, что ли, да, достаточно посвященно за Господом, мы смотрим в мир, то мы будем постоянно притыкаться, мы будем спотыкаться. И Бог не хочет, чтобы мы спотыкались. На самом деле мы говорим: вот брат такой-сякой там, вот сестра, вот церковь вот такая. И мы спотыкаемся. На самом деле мы спотыкаемся не о церковь, не о брата или сестру. Ты спотыкаешься об Иисуса Христа на самом деле. Будь верующим, будь посвященным Ему. Аминь. О которой не притыкается, не покоряясь Слову.
на то они и оставлены. Вот, знаете, страшное дело, если мы не будем покоряться Слову, и не дай Бог, мы будем оставлены. Это хуже всего. Когда, знаете, если есть обличение, радуйся. Значит, Дух Святой, Он обличает тебя и говорит, исправься в этом вопросе. Исправься. Знаете, Бог, Он говорит, Он обличает тебя. Но знаете, когда Бог оставляет, это все, это самое страшное дело. Когда ты уже не чувствуешь никакого обличения. Знаете, написано, что они до бесчувствия. Если я потерял чувствительность, я просто не знаю, это хуже не может быть, когда Бог, Он может оставить. Но да не будет этого. Аминь. Но что Петр говорит, да? Но вы род избранный, царственное священство. Ты род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь. Знаете, ты призван, все мы призваны возвещать совершенство, да, как написано, возвещать совершенство. Знаете, не просто исполнять заповеди, мало исполнять заповеди, возвещать совершенство. Аминь. Быть свидетельством Христовым. Вот, задумайся над этим. Аминь. Задумайся над этим, что как ты сможешь возвещать совершенство. Вот я даю как бы всем домашнее задание, да? Ответьте на вопрос, как ты будешь возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. И хотелось бы, знаете, в конце концов, Бог, Он построит, Он строит, Бог строит. И этот мир строит тоже. И мы все строители, мы строим храм Божий. Этот мир строит свой Вавилонскую башню очередную. Но мы строим небесный Иерусалим. Аллилуйя. Слава Господу. Посмотрим Откровение, 21. И Откровение 21 главе написано, вот этот небесный Иерусалим, он имеет славу Божию. 11 стих. Откровение 21 с 11 стиха. Знаете, Бог хочет просто обитать в этой славе, да? Светило его подобно драгоценнейшему камню. Кто есть им это светило? Сам Бог, да? Сам Бог, Христос. Камню, как бы яспису кристалловидному, он имеет большую высокую стену. Аллилуйя. И имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. Да? И на воротах написаны имена 12 колен Израилевых. Аллилуйя. Слава Господу. И знаете, этот небесный Иерусалим, стена из ясписа. И я верю, она такая прозрачная, да? Знаете, Бог хочет, чтобы мы стали прозрачными. Аминь. Чтобы, знаете, мы были чисты, как кристалл. Если мы что-то скрываем, что-то где-то там, какие-то темные места есть, то мы непрозрачные, мы темные. Но Бог не хочет, чтобы мы темными были. Он хочет, чтобы мы были прозрачными, как кристалл. И этим Он и не занимается. Аминь. Бог очищает нас, и Бог хочет, чтобы ты был чистым. Аминь. И блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. Аминь. И этот небесный Иерусалим имеет основание из 12 драгоценных камней. Аминь. Слава Господу. И стена из этих драгоценных, из камня ясписа. Слава Господу. И изумруд, топаз, аметист, рубин. Все эти, вот этот небесный Иерусалим. И знаете, трудно сказать, это что есть. Это действительно так, вот как бы вот, буквально физически, или это образ какой-то, да, или какой-то вот картина, да, метафора может быть. Но не суть важно, да. Важно то, что это означает.
Это означает, что Бог, Он в вечности будет жить со своими святыми. Аминь. И мы все вместе в вечности будем, ты и я, мы призваны просто призваны быть в этом небесном городе. Быть этим городом. Вот, наверное, точнее даже так сказать, не просто быть в этом городе. Быть этим городом. Аминь. Потому что ты есть камень живой. Аминь. И знаете, Бог, Он, это сердечное желание Бога иметь вот это жилье, жилище. Аминь. И можно сказать, что Бог, Он хочет жить не просто, он не на земле и не на небе, Он хочет с тобой жить. Аминь. В тебе. Аминь. Вот Его сердечное желание. И Он добьется этого в вечности. Аминь. И в вечности мы будем жилищем Божьим, и Он будет нашим жилищем. Аминь. И это взаимное житие, да, когда мы живем вместе с Богом. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте тогда помолимся. Господь, просто благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе и хвала. Господь, пусть каждый из нас, Господь, аллилуйя. Каждый из нас, Господь, аллилуйя. Как можно больше людей, Господь, стали этими драгоценными камнями, Господь, аллилуйя. Не просто те, кто формально следует, да, Господь, аллилуйя, но живут в Тебе, Господь, аллилуйя. Живут в Тебе, Господь, аллилуйя. И Ты живешь, Господь, в нас, аллилуйя, аллилуйя. И тогда мы, Господь, смотря на Тебя, Господь, мы преобразуемся все больше и больше, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, что мы как драгоценные камни, Господь, аллилуйя. Собирайте камни, Господь, живые камни, Господь, аллилуйя. Собирай, Господь, аллилуйя. И очищай, Господь, аллилуйя. Господь, пусть эта работа идет, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Это невидимая работа, Господь. И внешне мы, Господь, внешне мы возможно, и не видно никаких изменений, Господь. Но внутренне Ты производишь эту глубокую работу, Господь, в каждом Твоем дитё, Господь, аллилуйя. В каждом Твоем дитё, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе и хвала. Благодарим Тебя, Господь, аллилуйя. Благослови, Господь. Господь, пусть откровения растут, Господь. Пусть церковь Твоя освящается, Господь. Освящается, Господь. От славы в славу, от веры в веру, Господь. О, аллилуйя, аллилуйя. Пусть света Твоего будет все больше и больше. Пусть будет это общение Духа, Господь. Аллилуйя. И в этом общении, Господь, о, аллилуйя, мы все больше преобразуемся, Господь, очищаемся, Господь. И Ты утоляешь эту жажду, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. И мы вкушаем от этого древа жизни, которое есть Ты, Господь, Иисус Христос. Иисус Христос, аллилуйя. Твое драгоценное Слово, Господь. Благодарим Тебя, Господь, аллилуйя. Спасибо, Господь, что Ты крепко держишь, Господь, у нас в своих руках. Крепко держишь, Господь. Аллилуйя. Даже если мы отступаем, Господь, Ты работаешь над нами, Господь. Аллилуйя. И Ты кого любишь, того наказываешь, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы Твои любимые дети, Господь, которые иногда подвергаемся наказанию, Господь, когда мы упорствуем, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Аминь. И, драгоценные братья и сестры, сегодня у нас вечеря Господня. И давайте я прочитаю вам из Библии, да, Священное Писание. 1 Коринфянам. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте 11 глава, 24 стиха. «И возблагодарив, преломил». Иисус Он преломил, да? Преломил хлеб. Этот пресный хлеб. И сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Аллилуйя. Мы едим этот хлеб.
знаете, это вот, то, что заповедал Иисус Христос, да, он сказал, что примите и едите этот хлеб, это тело мое, которое было ломимо за вас, да? И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Да? Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Аллилуйя. То есть мы исполняем вот эту заповедь, да? Это, знаете, Бог, повеление Божие вкушать Его тело и пить Его кровь. Аминь. Слава Господу. Знаете, тело, благодаря Иисусу, Он сказал: я есть им хлеб, который сошел с небес, да? И когда мы едим этот хлеб, шедший с небес, как сыны Израилева, они ели эту манну, они ели этот ангельский хлеб, да? И они становились, они причащались Бога на самом деле. Аминь. Мы сегодня точно так же причащаемся самого Христа. Аминь. Когда ты вкушаешь Его тело, ты становишься им, по сути. Аминь. Аминь. Христос, это символ того, что Христос все больше внедряется в нас, и мы становимся им, Его телом. Аминь. И также мы благодарим за кровь Его, которая есть основание того, чтобы все это происходило. Аминь. Который искупляет нас от всякого греха. Аллилуйя. Кровь имеет искупительную силу, а благодаря Его телу мы преобразуемся. Слава Господу. И, знаете, давайте прочитаем, да? Также чашу после вечери, сия чаша, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Знаете, мы вспоминаем, кого вспоминаем? Мы вспоминаем Господа. Аминь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы вспоминаем Господа. Знаете, я не знаю, я как-то вот верю, что когда первые христиане, они собирались и вкушали вечерю, у них не было печальных глаз, я думаю, когда они делали эту вечерю. Они пили вино, настоящее красное вино, да? И я думаю, у них была радость на самом деле. Аминь. И мы просто, когда мы читаем Слово, мы думаем, что когда мы вкушаем вечерю, мы смерть Господню, как бы Он умер, Но на самом деле тут написано, что мы вспоминаем Его, мы вспоминаем Иисуса Христа. Мы не смерть Его вспоминаем, а вспоминаем Его, Иисуса Христа. Но смерть Господню мы что делаем? Возвещаем. Аминь. И на самом деле это, я думаю, это радостное событие, когда мы как верующие, мы делаем эту вечерю. Это радость, это просто радость в Господе, я верю. Вино символизирует радость. Аминь. Но мы тем самым возвещаем смерть Господню. Аминь. И из-за того, что Иисус, Он прошел вот эту скорбь, мы можем быть в радости. Слава Господу. Потому что мы теперь причащаемся Господу. Нет ничего чудесней и радостней, что ли, наверное, да? Что когда мы через это принимаем Божью жизнь. Аминь. В жизни нету смерти и горя какого-то, да? Жизнь – это всегда радость. Аминь. Слава Господу. И тогда давайте примем вместе эту вечерю и будем славить Господа и иметь это общение. Слава Господу. Давайте будем принимать вечерю. Аллилуйя. И вы каждый можете принять вечерю. Наверное, пусть будет музыка.
каждый из вас, он примет дома вечерю. И потом будет слово о пожертвовании. Хорошо. Аллилуйя. Вы можете по домам принимать это вечерю. Мы вместе. Аминь. Добрый день, дорогая церковь. Слава Богу за вечерю, за кровь Иисуса. Спасибо Саве Савичу за слово, что мы можем становиться камнями, что мы не остаемся деревом пожизненно или соломой пожизненно, да? И что у нас есть шанс, что Бог хочет, чтобы мы действительно были как наш Господь Иисус Христос, как краеугольный камень, чтобы мы были живые камни. Хорошее слово, слава Богу, давайте его возьмем и не будем оставаться деревом либо соломой. Аминь. Ну вот что хотелось сказать о пожертвовании. Давайте мы откроем 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Это очень сильный стих на самом деле, да, и там написано так, что вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою. Наверное, этот стих надо знать наизусть вообще. Почему? Потому что на кресте произошло величайшее событие. И там не только наши грехи были прощены. Слава Господу! Самое величайшее, что наши грехи действительно были прощены. И мы незаслуженно вообще получили прощение грехов. Это вообще прекрасно на самом деле, да? Но также, что там еще произошло? Бог забрал все наши болезни. Он забрал все наши болезни. И еще что еще произошло, слава Господу за это, да, что Он, будучи богат, обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой. То есть за наше финансовое обеспечение, за нашу нормальную финансовую жизнь была заплачена огромная цена на самом деле, да. И тогда мы можем жить верой, вот именно в этой сфере мы можем жить верой. Да, и тут давайте мы обратим внимание, что Он, будучи богат, обнищал. Он не был нищий. Поэтому и Он сам не хочет, чтобы мы тоже были нищие вообще. Он, написано, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою. И это произошел благословенный обмен. И в этой сфере мы можем прорваться на основании данного стиха, что Он, будучи богат, обнищал. Зачем Он обнищал? Чтобы вы обогатились Его нищетою. Написано, да? Чтобы мы обогатились Его нищетою. То есть это есть Божья воля, чтобы вы обогатились Его нищетой, не оставались в скудости, не оставались в нищете и так далее, да? И вы знаете, так как мы стали соработниками у Бога, и Бог, Он на самом деле Эль-Шаддай, Бог избытка, да? Он всегда будет поддерживать тех людей, которые поддерживают Его Слово. То есть Он всегда будет поддерживать тех, которые сеют на Царство Божье, в Церковь Божью и на работу Божью. Давайте мы еще откроем, вы можете у себя открыть, это следующая глава, да, 9 стих. Там написано, что Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. То есть Бог подчеркивает, что Он силен обогатить вас всякой благодатью. Видите, Он еще раз говорит, что Он хочет обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовек.
И дающий же семя сеющему хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Подаст обилие. Прекрасное слово. Дающий же семя сеющему, то есть нам, да, это про нас говорится, и хлеб в пищу, он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Тоже можем встать на это слово, слава Богу, да, что он даст обилие посеянному и умножит плоды нашей правды. Поэтому это чудесный день, когда мы можем посеять в Церковь Божью, на работу Божью, и Бог, Он подаст обилие посеянному. Поэтому будьте благословенны в этой сфере также. Будьте благословенны, стойте на вот этих стихах. Если, возможно, не пришел еще прорыв, может быть, у кого-то нет работы, либо что, да, либо не такая высокая зарплата, вы можете просто провозглашать, сказать: Бог, Ты силен обогатить. Я верю Тебе всем сердцем. Верю Тебе, и я сею на Царство Божье открыто, доброхотно, с радостью, и я верю в Твой богатый урожай, потому что Ты обещал, что Ты силен обогатить. И оно на самом деле работает, дорогие братья и сестры. Поэтому давайте мы будем сеять с радостью, и мы пожнем урожай. Ну вот, на этом, наверное, мы заканчиваем. Закончим прославлением, хорошо? Вот какое нас будущее прекрасно ждет, потому что мы преобразуемся каждый день. Аминь. Дерево уходит, песчинки, Божьи камни, они в нас внедряются. Аминь. И мы становимся камнем Божьим, и Бог посреди нас, и внутри нас, Он есть наш камень.